Информационная программа «Итоги дня». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные события этого дня. В Якутии до 15 апреля произойдет постепенное закрытие ледовых переправ. Расскажем о состоянии рек и организации переправ. Контролирующий объезд проблемных жилых домов, а также строящихся объектов и судоверфи состоялся в Якутске. Расскажем подробности. Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по основной и экстренной схемам о этапах вакцинации. Как велась борьба с туберкулезом в Южной Якутии 30 лет назад, рассказали нашим коллегам ветераны противотуберкулезной службы в Алдане. В прокат выйдет новый российский фильм «Отряд светлячков». Подробности о фильме и дате его выхода. В Якутии до 15 апреля произойдет постепенное закрытие ледовых переправ. С 3 апреля на ледовых переправах через реку Вилюй, Алдан, Амга и Лена грузоподъемность снижена до 30 тонн. 10 апреля она будет снижена до 20 тонн вплоть до полного закрытия. Кроме этого, планируется остановка движения по автозимникам. В северных и арктических районах дата установлена на 25 апреля. С ухудшением погодных условий на некоторых участках наблюдаются сходы снежных лавин. На сегодняшний день открыто 97 автозимников. После полного закрытия зимних переправ в работу вступят перевозки пассажиров на судах с воздушными подушками. К направлению Кангалас-Сотинцу будут запущены 5 судн. Судна на воздушной подушке, из них 2 аэробота. И также в направлении Якутск-Нижний Бестях будут запущены судно на воздушной подушке в количестве 30 единиц. Стоимость проезда не должно превысить 2500 рублей. И во время ухудшения гидрологической обстановки будет завышены цены до 5000 рублей на короткое время в связи с тем, что у нас будут пересадка пассажиров на аэроботы. Зампред правительства республики Дмитрий Садовников совершил очередной объезд. Однако на этот раз маршрут пролегал не только через стройки. Одним из пунктов назначения стали проблемные жилые дома, попадающие под расселение по программе комплексного развития территорий. Продолжит наша коллега Саргалана Неустроева. Совсем рядом с главной воздушной гаванью Якутска, аэропортом, расположились неказистые деревянные постройки. Проблему с расселением их жителей и сносом решает программа комплексного развития территорий. Не безуспешно уже сегодня практически 90% всех жителей 3 домов по улице Гагарина расселены или получили денежные компенсации. Осталось у нас буквально 4 человека. Они в настоящем моменте сейчас судятся. Есть уже решение уже и в нашу пользу. И, соответственно, я думаю, эти вопросы мы закроем в текущем году точно. Предметом спора здесь выступило недовольство граждан той суммой, которую агентство предлагает за аварийное жилье. На расселение претендовать они не могут, поскольку уже имеют еще одну собственность. Впрочем, по этому вопросу Дмитрий Садовников выразился однозначно. Идем по судебной практике. Надеемся, что в мае здесь вопросы, как говорится, разрешатся. Мы в этом плане большой критики не видим. Конечно, реализация данных проектов стоит на контроле у надзорных органов. Еще одним проблемным объектом в маршруте стало общежитие на 200 мест для работников Жатайской судоверфи. Строительство этого здания ведется не так быстро, как хотелось бы. И это при том, что работы были начаты еще в 2022 году. Тем не менее, показанный нынче результат оставляет место для надежды, что в новый срок строители все же уложатся. В общежитии вопросы, конечно, шли долго, трудно. Но сегодня мы видим, что вопросы сдвинулись. И одна задача – это требовать от заказчика, чтобы отработал с строителями, чтобы общежитие ввел к осени.
И, наконец, последний пункт в маршруте вице-премьера республики Дмитрия Садовникова – Жатайская судоверфь. Начало ее строительства было положено еще в 2019 году. И вот, наконец, в апреле 2025 года можно сказать, что второй этап ее возведения подошел к концу. Работать по факту она может уже прямо сейчас. Ну, к примеру, достаточно просто снять вот эти вот заводские пакеты, упаковки с оборудования. Но есть свои нюансы. Зампред правительства отметил, как и на любом большом объекте, мелкой работы здесь по-прежнему хватает. Торжественное открытие судоверфи запланировано на конец апреля, а до этого времени эти нюансы необходимо решить. Лоска, конечно, не хватает, но только посмотрите, какой это объект. Переоценить его значение для экономики республики невозможно. И один только тот факт, что эта высокотехнологичная судоверфь единственная была построена на вечной мерзлоте, делает этот объект по-настоящему особенным. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Жатай. В социальных сетях распространились видео о том, как жители Мирного переживают сильный шторм и гололедицу. Как природные катаклизмы испытали на прочность мирнинцев, узнаем у нашего корреспондента. В прошлую субботу в Мирнинском районе температура держалась выше 0, а ближе к вечеру пошел первый в этом году дождь, который стал причиной образования зеркального гололеда, в результате чего передвижение по городским дорогам, а также на трассе стало небезопасно. Коммунальные службы сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в условиях ледяной стихии зеркальных дорог. Но тем не менее, дорожно-транспортных происшествий избежать не удалось. В прошедшую неделю в Мирнинском районе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. Среди них 2 выезда на встречную полосу, несоблюдение бокового интервала и 3 съезда с дороги. Все они как раз произошли по причине того, что водители не учитывали дорожные метеорологические условия. Обильное выпадение осадков, колебания температуры окружающего воздуха и, как следствие, гололедица негативно влияет на безопасность дорожного движения. То есть, чтобы избежать аварийных ситуаций, в такие периоды необходимо менять стиль вождения, то есть выбирать скорость, соответствующую конкретным условиям, увеличивать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров. Погода не переставала удивлять жителей района и в выходной. После дождей на район обрушился штормовой ветер в порывах до 27 метров в секунду. На кадрах видно, что ветер едва не сбивает с ног жителей алмазной столицы. Пешеход еле держится на ногах и буквально катится по гололеду. Из-за природных катаклизмов за минувшие выходные в травмпункт обратились вдвое больше пострадавших разной степени тяжести. В пятнице по утру понедельника обратилась с травмами 32 пациента, 6 из них госпитализированы. Это тяжелые травмы, которые требуют оперативного лечения. Остальные лечения назначено амбулаторно. И уже за утро понедельника, вот за 2 часа обратилось 6 травм, которые также и амбулаторно, и госпитализируются. Травматологическая служба у нас усилена и оказываем помощь своевременно. За дорожными заботами как-то незаметно прошли проблемы энергосбережения населенных пунктов. Так были частично обесточены дома в поселке Алмазный, Арылах, Светлый и Чернышевский. Были отключения и в городе Мирном. Причинами сбоев стали перехлесты облепленных мокрым снегом проводов, падение опор и даже сход снежной плиты с крыши дома. Благодаря уверенной работе специалистов аварийно-восстановительные работы в сложных дорожных условиях были проведены оперативно. Анна Васильева, Мирный. В редакцию нашего телеканала обратились жители одного из домов Якутска. Здание 1947 года постройки обветшало настолько, что в нем обваливаются даже потолки. В проблеме разбиралась Эржена Гармаева. Весенняя капель для жителей дома по Лермонтова, 28 – не радостное событие, а предвестник коммунальной катастрофы. Из-за просадки здания талые воды затапливают квартиры собственников. Не лучше ситуация складывается и зимой. Даже ведро замерзает. Кухню снимаете? Ведро замерзает? Да. Ведро у нас же выносное, поэтому замерзает половина воды. Так и холодно здесь.
Жильцы дома вынуждены топить печь. И это в центре современного Якутска. Когда мы топим печку, все вот эти дома вызывают пожарных каждый раз, что у нас это типа горит. А здесь сырость, еще плесень, еще грибы вырастают. Находиться здесь не просто сыро и неприятно, а даже опасно. Из-за растаявшего снега материалы перекрытия сгнили, а потолок провис настолько сильно, что жители дома боятся заходить в собственный подъезд. Валерий Попов 5-й год вынужден арендовать квартиру, ведь в его доме потолок просто провалился. Я не могу зайти в квартиру, потому что потолок рушится, и в квартире тоже я не могу, там тоже потолок нету. Как дождь будет, так и дождь. На квартире тоже. Постоянно авария, потому что батарея лопается зимой. Еще там батареи гнилые, никто там не смог жить. В управляющей компании, обслуживающей дом, о проблеме знают, но решить ее не в силах уже который год. Нами, соответственно, написано сегодня письмо в управу строительного округа о созыве комиссии для принятия экстренных мер, для принятия решения, что дальше с этим домом делать. Неоднократно в предыдущие годы, в прошлом году, в позапрошлом году мы созывали комиссии. То, что положение, то, что дом ветшает и создается угроза обрушения, это все зафиксировано. Просто сейчас, на мой личный взгляд, надо принимать уже какое-то решение со стороны администрации. В 2022 году мэрия Якутска признала дом аварийным, а расселить его обещают к 2027. Что делать жителям до тех пор, вопрос остается открытым. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Самые актуальные события из Ленского района узнаем в подборке горячих новостей от наших коллег. В Ленске на прошлой неделе работали правительственные группы. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам подготовки к паводку и пожароопасному сезону 2025 года проверили готовность Ленского района. На площади Ленина они смотрели силы и средства, которые будут задействованы во время паводка. Представители служб рассказали, какие задачи будут лежать на их предприятиях и личном составе. Мобильная группа. Квадроциклы все так на точно. ходу. Использовали уже где? Вот недавно женщине спасали. То есть реальная была ситуация, когда надо было их использовать по предназначению. По словам Ивана Беляева, начальника управления производственного развития, сегодня сформирован резерв материальных ресурсов. Готовятся пункты временного размещения. Проведена ревизия водопропускного сооружения дамба и систем оповещения. На базе ДДС будет развернут оперативный штаб. К 16 апреля должны быть закончены работы по чернению затороопасных участков. В пятницу в районе работал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Свой визит он начал с объезда объектов, на которых будет осуществляться капитальный ремонт. Ознакомились с работой объектов транспортной инфраструктуры. Это и речной порт, и аэропорт города Ленска. Отдельное внимание было уделено улично-дорожной сети города Ленска. Хотелось бы отметить, что город Ленск сегодня является участником национального проекта по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни». И в рамках этого проекта за 5-летний период мы планируем привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть не ниже, чем 85%. Также министр провел совещание. В процессе заместители министра рассказали о запланированных работах, а также ответили на вопросы ленчан. В завершении было подписано соглашение на 3 года работ на ремонт 11 километров дорог. Более 10 лет жильцов дома по улице Орджоникидзе, 27, буквально заливает талыми водами с крыши. В каждой квартире 3-го этажа вот такая ситуация. Квартира 10-я. В комнате и прихожей постоянная течь. Вода капает с крыши весной и осенью на протяжении многих лет. От постоянной влаги на стенах появилась плесень, которая уже разъедает сухую штукатурку. Натяжной потолок регулярно наполняется десятками литров воды, которые через проколы сливают владельцы. Вода попадает в розетки, того и гляди замкнут. И как нам жить? У нас маленький ребенок. Он живет уже 4 года здесь с рождения. Сейчас вот в связи с тем, что начала бежать, у него идет кровь с носа утром. И как бы все равно надо как-то... Я не знаю, как решать эту проблему, как еще решить. Там тазик будет стоять, здесь будут ведра стоять.
Пока так, до лета. А летом это все открывается, опять надо ремонт делать, это все надо опять соскабливать, все это опять, я не знаю, что делать. Причина, как выяснилось, в браке допущена при застройке дома. Жильцы обращались уже во все инстанции, но проблема так и не решена. Попросили помощи у главы города. Он посоветовал в судебном порядке восстановить гарантийные сроки и отрабатывать их с застройщиком. Другого варианта нет. Ленская ЦРБ продолжает обучение медицинских сестер, лаборантов и фельдшеров. Уже в течение месяца первокурсники проходят практику в отделениях больницы, также в детской поликлинике и лаборатории. Мы сейчас учимся проводить инъекции подкожные, внутривенные, внутримышечные и внутрикожные инъекции проводим. Очень интересно, конечно, нам нравится. Медицинский колледж обучает студентов 2014 года. Выпущено 117 человек. Все они работают в больнице. В этом году было возобновлено обучение лаборантов. Их в районе был большой дефицит, так же, как и фельдшеров. Такими были события уходящих дней. О некоторых из них мы расскажем подробно в новостных сюжетах. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. С приближением летнего периода стоит принять меры безопасности против опасных заболеваний. Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по основной и экстренной схемам. Основная включает 2 этапа прививания с интервалом в месяц, а после через год проводится первая ревакцинация. Далее человеку следует ревакцинироваться 1 раз в 3 года. Посещать лесной массив можно не ранее, чем через 2 недели после 2-й прививки. Прошлого года в Республике Саха-Якутия постановлением главного государственного санитарного врача установлены эндемичные территории по клещевому энцефалиту. Это Нерингринский район, Алданский, Алекминский, Ленский район. И с 2025 года добавилось еще 2 района, это Хангаласский и Сунтарский. Связано это с тем, что, во-первых, у нас пораженность клещевым энцефалитом среди клещей она увеличилась, и увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом. В этом году противотуберкулезная служба республики отмечает 85 лет. Как велась борьба с инфекцией 10, 20 или 30 лет назад в Южной Якутии? Встреча поколений прошла в рамках месячника по борьбе с туберкулезом в Алдане. В беседе приняли участие наши корреспонденты. По завершении приема пациентов в кабинете заведующей Алданского противотуберкулезного диспансера стало оживленно и шумно. Здесь, однако, проходила непроизводственная 5-минутка. Сотрудники диспансера пригласили на чаепитие ветеранов и старейших работников службы. Мы впервые в рамках месячника по борьбе с туберкулезом и предстоящим знаменательным событием – это празднование столетия фтизиатрической службы в Республике Саха-Якутия решили нашим коллективом провести вот такое мероприятие, как встреча ветеранов. Елена Овчинникова пришла работать в диспансер 35 лет назад. Без отрыва от работы получила медицинское образование и в 1998-м заступила в должность палатной медсестры стационара, а чуть позднее стала старшей медсестрой. На заслуженный отдых Елена Николаевна отправилась в 2012 году. Конечно, на пенсии забот хватает, но по работе, признается женщина, она скучает до сих пор. Всегда мы стояли на страже здоровья людей. Всегда наши больные были в тепле, в уюте, в досмотре, накормлены, обстираны. Время такое было, хотя сложное, но меню было всегда богатое, хорошее. Сотрудники диспансера подготовили для гостей квиз-игру. Для ответов на вопросы требовались не только объективные знания, но и быстрая реакция, смекалка и чувство юмора. Этими качествами участники были наделены в полной мере. Вы знаете, я, наверное, очень счастливый человек, что мне пришлось работать с такими профессиональными врачами, которые вот именно к работе относились не то что, допустим, ответственно, но и человечно. Владимир Попов заведовал диспансером с 2001 по 2021 годы, до реорганизации службы. Уже 4 года Владимир Петрович находится на заслуженном отдыхе, однако профессиональный интерес к работе службы не угасает. Эпидемиологическая ситуация по распространению туберкулеза в районе остается благополучной, и это, по мнению врача, заслуга нескольких поколений коллектива. Это коллектив, сравнить его с каким-то другим невозможно. Коллектив дружный был, работоспособный. Ухаживание больных, обслуживание их было на самом высоком уровне. Поэтому я с теплотой, даже слезы наворачиваются, вспоминаю всех.
Беседа проходила в непринужденной и доброжелательной обстановке. Бывшие сотрудники вспоминали своих наставников и делились удивительными и интересными случаями из практики. Взаимосвязь поколений, по мнению и гостей, и хозяев, бесценна, так как преемственность опыта является залогом будущих достижений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 7 апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Его девиз в этом году – «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего». До наступления беременности девушкам желательно пройти консультацию, а также сдать анализы на наличие антител к иммунитету от различных заболеваний. Беременность при этом не является противопоказанием к проведению вакцинации. Тем не менее, ее не проводят в первом триместре беременности. Если беременность планируется и сведений о прививках нет, то минимум за 3 месяца необходимо провести вакцинацию против краснухи, корей и паротита. За 1 месяц до наступления беременности прививку против ветряной оспы, за 6 против гепатита Б. Во время беременности осенью, в осенне-зимний период, беременным в 3-м триместре ставятся прививки против гриппа. Ну и также по жизненным показаниям ставятся прививки против бешенства в том случае, если там укусило какое-нибудь животное. Чем опасны вот эти инфекции? Все знают, что краснуха опасна врожденными аномалиями развития плода. Также заболевание корью может вызывать преждевременные роды и другие инфекции. Они также могут вызывать различные осложнения во время беременности, во время родов и для малышей. День беременных – праздник молодой, ему почти всего 3 года, но уже завоевал он свое место. В перинатальном центре состоялось мероприятие к этому знаменательному событию. Подробности у Даяны Федоровой. День беременных – особенный праздник, посвященный важному и радостному этапу в жизни каждой женщины. Будущие мамы собрались, чтобы вместе отметить этот день и получить полезную информацию. Никогда даже не знала то, что, оказывается, есть Всемирный день беременных, да? Ну и решила поучаствовать, потому что очень интересно. Первая моя беременность. У нас будет мальчик Кирилл Андреевич, мы уже придумали имя. Праздничный день был насыщен разнообразными конкурсами и викторинами. Будущим мамам вручили призы и подарки, в том числе тревожные чемоданы. В Якутии ежегодно рождается более 10 тысяч малышей, из которых наибольшая часть рождаются в перинатальном центре Ярко-Б. В республике выстроена 3-уровневая система вообще оказания медицинской помощи, и в том числе беременным женщинам. Создаем все условия для того, чтобы беременность протекала в хороших условиях. Фестиваль беременных призван помочь узнать много полезного про этапы беременности и развития ребенка. Мероприятие состоялось в рамках реализации нацпроекта «Россия и семья». Для будущих мам в этот период как никогда нужна поддержка. В Якутии действуют более 50 мер. Дети столетия, это республиканский материнский капитал. Это, конечно, поддержка очень, вот сейчас совершенно новая поддержка для многодетных семей. И каждым годом меры поддержки в нашей стране, в нашей республике, они совершенствуются и расширяются. В настоящее время в Госдуме прорабатывается законопроект, который обязует компаниям, в штате которого более 50 человек, организовать комнаты для кормящих матерей. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Пчеловоды Якутии готовятся к открытию сезона. Опытный якутский пчеловод Анатолий Гаевой начал заниматься пчеловодством 40 лет назад. За долгие годы своей трудовой деятельности Анатолий Иванович доказал, что мед водится и в суровом климате. Он передал свое ремесло 21 ученику. Сегодня у пчеловода 30 семей пчел. Они успешно перезимовали 6,5 месяцев. Сейчас начали вылетать с ульев на землю для прогрева на дневном солнце. Совсем скоро в прокат выйдет новый российский фильм «Отряд светлячков». Он затронет одно из исторических событий на полях Великой Отечественной войны, расскажет о судьбе солдат Крымского фронта и героизме детей, оставшихся там. Подробности о фильме и дате его выхода в сюжете далее.
Отряд светлячков – история об обороне аджимушкайских каменоломен. Событие произошло в мае 1942 года, где в окружение немцев попали несколько отрядов войск Крымского фронта и местные жители. Главным героем фильма выступает мальчик из нашего времени. Он любит играть, но не любит учиться. Но в один момент все меняется, когда в Музее Победы он находит нейросетевой аппарат, который перемещает его сознание в прошлое. В случае летального исхода вся юридическая и материальная ответственность ложится на вас. Стоп! Историческая память – это то, что делает нас людьми. Этот главный слоган фильма, произнесенный учительницей истории, сыграет свою роль в будущем и станет основополагающим для мотивации главного героя остаться и помочь обороняющимся, создав из таких же детей отряд светлячков. Отряд светлячков! Светлячки. Они ведь освещают нам путь? В будущем их название войдет в историю военных побед России. Но у всего есть своя цена. Вас становится меньше. Мне нужно вернуться. Твою смерть во время погружения твой мозг может воспринять как реальную. Режиссером фильма выступил Стас Мореев, известный по многим российским фильмам и сериалам. Создатели постарались максимально точно передать внешность исторических личностей и нашли аутентичную технику. Более того, съемочная группа трижды выезжала в Керчь. Там они общались с сотрудниками Музея истории и обороны аджимушкаевских каменоломен, полностью воссоздав декорации в кинопавильонах. Умрем, но не сдадимся! За счет сюжета фильм получился в равной степени приключенческим и патриотическим, что актуально в преддверии 80-летия Победы. В прокат он выйдет 10 апреля во всех кинотеатрах России. Тимур Колмогоров, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.